Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку. Земной вам поклон. Мои дорогие, сегодня будет гадание на любовь. И тема гадания такая: что между вами дальше будет? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на любимого, либо на того, кто вам интересен. Посмотрите на песочек, подумайте о своем мужчине, представьте его мысленно, либо вслух задайте такой вопрос: что же будет между нами дальше? Если вы настроились, я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же дальше между вами будет? Так, ну смотрите. У кого сейчас отношения не строятся, не ладятся, не клеятся. Тут могут быть и препятствия, здесь может быть и какой-то, знаете, и ревность, и третьи лица могут вмешиваться, кто угодно может вмешиваться, и настроение плохое может вмешиваться, и какая-то гордость, и желание полного, не знаю, там, подчинения, да, преклонения. То есть у каждого свой вариант. Я вижу, что в сегодняшнем дне что-то не клеится. Вроде нету каких-то серьезных видимых причин, но все равно что-то не так, что-то не то. У многих вообще сомнения, мой ли это человек, либо кто-то даже подозревает, может быть, магию наведенную, либо какие-то, может быть, обстоятельства. Я скажу вам так. Да, это происходит, и ваши отношения, они идут вам уроком. Скорее всего, кармические, скорее всего, вы совершенно не случайно встретились. Ваша встреча, возможно, выглядела как случайной. Ничто не предвещало, а вы вот раз и познакомились, влюбились и стали встречаться, общаться. Смотрите, преграды идут не с вашей стороны. Преграды вот с мужчиной стороны. У вас все хорошо, у вас все чисто. Возможно, в прошлом у вас и были какие-то отношения надрывными, дырочка-то осталась, но она, ну, знаете, как особо не влияет. Но у мужчины какая-то ущербность присутствует именно в любви и в отношениях. Это может быть связано с его психикой, с его, например, родовыми какими-то связями, каналами. И, возможно, в ранних каких-то годах его кто-то подпортил. Здесь именно какая-то, вот знаете, может быть, привязка, любовная тоска была наведена на человека. Она не сработала в полную силу. Да? Вот прям так частично сработала, и, конечно же, его все равно где-то зацепило. Человек этот, вместо того, чтобы бороться за себя, за свое счастье, просто пошел по пути наименьшего сопротивления. Да? То есть, приспособлюсь. Да, как-нибудь и будет. Да? Возможно, человек ваш вообще не верит ни в магию, ни в эзотерику, ни в энергетические поля на Земле. И поэтому еще больше усугубляет это состояние. Либо человек, например, может быть абсолютно религиозным, да, обратная сторона медали, когда он уповает на волю Всевышнего и при этом ничего не делает. То есть как Бог даст, так я и проживу там день или свою жизнь. Смотрите, мои дорогие, я вижу, что говорите на разных языках. Вижу, что, может быть, и действительно кто-то говорит на разных языках, разные языки для вас родные. Ну и в целом, да, вот как-то друг друга не понимаете. Вы можете говорить и на одном языке, но взаимопонимания между вами нет. То есть вам вообще непонятен ход мысли вашего мужчины. И то же самое, когда вы с ним говорите, для него это, как, знаете, серый шум. Что-то говорит, да, рот вроде открывает, а что там говорит, непонятно. Он в это время смотрит на ваши глаза, да, любуется вашей красотой. Вот такой момент. Что делать вам? Чтобы эту ситуацию вам переломить, здесь нужно, конечно, работать. Нужно работать, причем не только над собой, но и над мужчиной. Заставлять его даже работать. Если вы все оставите как есть, будущего, скорее всего, у вас не будет. То есть вы устанете от вот этих вот закрытых дверей, непробиваемых стен и тупого недопонимания. Просто устанете. В один момент скажете: да зачем это все мне нужно? Иди-ка лесом, дружочек. Хватит с меня вот этих шарад, загадок. Я уже просто устала. Вообще ничего не хочу. Ни любви, ни отношений. Хочу побыть одна. Если же вы
Если же вы понимаете, что все, мой мужчина, не хочу и не могу без него, здесь, конечно, женщина возьмет на себя главную роль. Вы вообще у меня тут главное идете, везде главное идете. Смотрите, что вам следует делать? Разговоры должны быть. Разговоры, причем такие, знаете, не только сказала и спросила, понял ли ты меня. Надо сказать, а что ты понял из того, что я сказала? Будет психовать, будет нервничать, будет, конечно же, тут может быть даже грубить. Но вы не должны бояться, потому что правда за вами. Потому что он тоже уже догадывается, что что-то не так в ваших отношениях. Он не желает вас терять. Вы для него особенная. Он вами восхищается, он гордится вами. Здесь у него еще какие-то вот есть, может быть, родственники, либо друзья, кто вот ему говорит, вот как тебе повезло, какая прекрасная девушка в твою жизнь вошла. И ему это очень нравится, потому что это правда, потому что это истина. Он понимает, если вас потеряет, такую другую он не найдет. Он, кстати, долго загадывал на такую женщину, как вы. Долго мечтал о такой женщине, как вы. Когда вы встретились, познакомились, он вас сразу узнал. Да, вот тот загаданный образ. И небо поблагодарил. Вот наконец-таки исполнилась моя мечта. У него, знаете, как двойной праздник был, да, и любовь нашел, и мечта исполнилась. Вот этот момент, он его помнит, он его хранит у себя в сердце. Мои дорогие девочки, он очень сожалеет, когда ведет себя плохо, очень сожалеет. Но, к сожалению, он не умеет об этом говорить. Вот какой-то, знаете, дундук закрытый. То есть, если бы он вам хоть раз признался в этом, ну, вы бы, конечно же, душу ему открыли, вы бы уже другими глазами на него посмотрели. Но нет, вот я мужчина, я прав, я думаю, как хочу, делаю, как хочу. Тут еще одна ситуация меня смущает. Он очень скрытный и прям в себе все держит. Прям держит, собирает, а потом раз и взорвался, да? Раз и что-то там вспылил. Вы уже это видели, но не по отношению, например, к себе, а к кому-то другому. Вас это, возможно, даже насторожило, а кого-то даже и напугало. Знаете, что это особенность его психики. Тут с этим ничего не поделаешь. Что можно поделать, так это просить его не держать в себе. То есть, если что-то нравится, не нравится, чтобы все это рассказывал, чтобы ни в коем случае не держал. Это очень важно. Какое будущее у вас может сложиться? Если вы примете волевое решение и скажете, что я этого мужчинку перевоспитаю, все у вас пойдет в гору. Конечно же, будет как школа, да? Как мы учимся в школе. Это сложно. Чем дальше, да, чем выше класс, тем сложнее уроки. И у вас так пойдет. Но, мои дорогие, я вижу, что роль учительницы, она какая-то ваша судьбоносная. Вы очень мудрая, даже несмотря на то, что может молодая девушка меня смотреть, мудрость, она у вас какая-то природная, какая-то особенная, какая-то, вот знаете, божественная, я бы даже сказала. Иногда вы можете любого человека ошарашить своими какими-то мудрыми высказываниями, либо какими-то подсказочками, словами. Вот. Вы сможете этого мужчину вытащить, вы сможете его воспитать под себя, вернее, даже воспитать, да, как вам нравится. Ну, я не хочу, конечно, сравнивать с дрессурой, но очень похоже. Очень похоже. Но знаете, что у вас очень упрямый мужчина. Прям очень. Будет сопротивляться. Будет, может быть, иногда имитировать, что он там понял, принял, да, но при этом будет дальше продолжать гнуть свою линию. Что важно вам еще понимать? Вам важно понимать, что эти отношения никогда не будут скучными. Никогда. И вопреки тому, как этот мужчина себя ведет, что он может там и в себя уходить, и может там нагрубить, и как-то закрыться, спрятаться, убежать, если он вам нужен, если он понимает, что вы там в беде, в какой-то неприятности, либо там вы, ваша семья, детки, никогда вас не оставит. В лепешку ради вас, ради вашей семьи, ради ваших близких разобьется, вас никогда в беде не оставит. Вот за это, конечно, этого мужчину я могу хвалить до бесконечности. Но понимаю, что он, конечно, такой особый экземпляр, и с ним очень нелегко. Мои милые, здесь будущему быть. Здесь есть вариант на будущее. Вот он здесь вышел. Причем смотрите как. Это будущее ваше показано. Не мужчины, ваше. Вы на своей дороге, да, при своей любви. То есть здесь все-таки женщина. Женщина, глава, женщина, семья, женщина, душа, женщина, сердце. Если вы этого мужчину берете себе в мужья, а вы это можете сделать, вот в прямом смысле слова, да, загадать, придумать и сделать, то вы будете при своей любови, при своей жизни, и жизнь свою будете строить так, как хотите. Да, у вас будет на одного ребенка больше. Ну так, как-то так, да. Но с другой стороны, эта роль матери, да, она для вас особая, почетная, и вам она нравится.
Но, опять же таки, да, выбирать и думать будете вы. Мужчине однозначно с вами повезло. Вы для него счастливый билетик, да? Вы для него джекпот в этой жизни. Он это понимает. Понимаете, понимает. Да, иногда зубы показывают. Ну а кто без этого? Понимаете, тут и ребенок, да, иногда тоже может там и нервничать, и нервы потрепать. А у вас вот такой ваш любимый взрослый ребенок. Поэтому, девочки, будущее есть. Но это будущее, оно в ваших руках. Как вы решите, так и будет. Да, нелегкий выбор. И в принципе, да, если с мужчиной останетесь, нелегко придется. Но вы совсем справитесь. Вы у меня очень сильная, стабильная. И кто, как не вы. Понимаете? Вот такой момент. Если мужчину этого вытянете, то вам большой плюс карму еще считается. Понимаете? Вот такое комбо. Думайте, решайте, выбирайте и будьте, самое главное, счастливы. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.